телеканале «Россия». Продолжают «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре понедельник, 24 января. В Чувашии с каждым днем и очень стремительно растет количество заболевших ковидом. Нас захлестывает новая волна, констатируют медики. В регионе выявлены случаи заражения омикроном. Темпы вакцинации хоть и улучшились, но для достижения коллективного иммунитета пока недостаточны. Количество амбулаторных пациентов подскочило в 2 раза по сравнению с прошлыми неделями. Накаляется ситуация в школах, болеют учителя и дети. Рост заболеваемости более чем в 10 раз по сравнению с прошлой неделей. Однако немного успокаивает тот факт, что количество госпитализированных не растет. Процент свободных коек 26,9%. Обсерватор в полной боевой готовности. Глава Чувашии еще раз напомнила о важности вакцинации. Коллективный иммунитет пока на уровне 52%. В стране он на 11 процентных пунктов выше. Сейчас важно защитить наиболее уязвимые слои населения, пожилых людей, отметили на заседании. В период с 17 по 21 января текущего года социальными работниками совместно со специалистами сельских поселений проведено 158 выездов. В том числе 110 выездов с участием медицинских служб, и охвачено 9698 квартир и домовладений. К другим темам. Главный приз – повышенная стипендия при поступлении в Чувашский госуниверситет. В республике стартовал конкурс для школьников 8-11 классов и студентов техникумов и колледжей «IT-Ринг». Чтобы принять в нем участие, необходимо разработать IT-проект и представить его жюри. Направления самые разные – графика и анимация, робототехника, программирование, создание сайтов и мобильных приложений. Отмечу, работы принимаются до 31 марта. Вложи свою частичку в историю Чувашии. В Национальном музее республики стартовала акция по сбору экспонатов. Поделиться с музеем вещами, например, предметами быта, старинными сундуками, монетами может каждый. Главное условие – они должны рассказывать историю и отражать культуру Чувашии. К слову, свой дар можно принести или отправить почтой по адресу: город Чебоксары, Красная площадь, дом 5/2. Ей были даны божественный голос, и фигура, и талант. В Чувашском государственном академическом драматическом театре прошел вечер памяти народной артистки Чувашской АССР Галины Мадеевой. Еще в раннем возрасте Галина Тимофеевна вместе с семьей перебралась из деревни в Чебоксары. Чувашского она не знала. После окончания школы будущая актриса поступила на физико-математический факультет Ленинградского университета. Однако желание стать артисткой пересилило. В 1941 году она поступила в Московский театральный институт. Параллельно выучила чувашский язык. В Чувашском драмтеатре Галина Мадеева служила 36 лет. Все спектакли, в которых она играла, вошли в золотой фонд театра. Кроме того, Галина Тимофеевна работала на радио и телевидении. Я надеюсь, что и творчество Мадеева оставило огромный след не только в истории Чувашского театра, но и у отдельных людей, которые когда-то соприкасались с творчеством Мадеевой. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».